Теперь про заседание, встречу с Радием Хабировым, исполкомом Курултая Башкир. Поскольку вот я считаю, что само его информационное освещение, оно просто хрестоматийное для тезиса о том, что информационное поле республики, точнее информационная сфера, информационная политика республики на фоне вот этого острого политического кризиса, который мы переживаем, была провалена. Я вот именно с этим тезисом про неудачу информационной политики республики как раз и выступал на этом самом заседании. Но начать с того, что та картинка, которая была на БСТ и которая транслировалась в том числе и в блоге у главы, она создает очень усеченное и искаженное на самом деле, я считаю, восприятие об этом заседании. Во-первых, в самом начале заседания именно что были обозначены главные болевые точки, которые выдавали республику. Они именно что были обозначены председателем исполкома Курултая, Юлдашем Юсуповым. Он как раз сказал главе, что по его мнению, да и по консолидированному мнению Курултая, протест в целом был не националистическим, то есть люди, они шли на протест без националистических побуждений, и это действительно так. Я просто как эксперт могу сказать, что на митингах, которые, в общем-то, были формально в защиту того же Файлялычина, который, да, он является националистом, но это уже моя личная оценка. Но сами люди, они ведь действительно выходили без националистических лозунгов. Я вообще ни одного националистического лозунга там не видел. И в любом случае люди шли за справедливостью, так как они ее понимали. Другое дело, что как это было далее превращено в конфликт провокаторами, это уже следующий вопрос. Далее, как развивался конфликт, это уже вопрос следующий. Но просто было констатировано, что да, большинство не разделяет таких националистических идей. Было подчеркнуто, что Курултай, естественно, целиком не разделяет никакие идеи национализма и экстремизма, но это правда. У нас, по-моему, весь народ их не разделяет, но, по крайней мере, вот у большинства, у кого не спроси, кто у нас разделяет идеи экстремизма, да и национализма тоже. Вот, это, в общем-то, не считается конструктивной идеологией, у нас про экстремизм уже не говоря. Она просто преступна. Да? То есть говорились очевидные вещи, но главное было подчеркнуто. И было подчеркнуто, что главная проблема сейчас – это проблема задержанных. Вот. Был озвучен вопрос, что людей волнует их судьба. Это было сделано. Потом был как раз ответ главы по этому поводу. Он какой он был, это уже все, в общем-то, видели, слышали. Вот. Оценивать его каждый может по-своему, это уже следующий вопрос. Но главный вопрос был задан, главный вопрос получен. Именно поэтому все остальные вопросы уже шли далее. Потому что после этого сидеть и опять говорить, вот какое горе с задержанным, как это плохо, это действительно трагедия, это действительно тяжело. Я об этом еще буду говорить. Но постоянно повторять одно и то же, это было просто тратой времени и лицемерием. Говорилось о всех самых насущных проблемах, болевых точках после этого. Ну, таких, как, например, то же самое Уфа-2, памятник Салавату Юлаеву, собственно, вопросы экологии, из которых изначально весь конфликт и начался, и так далее, и так далее. Далее еще момент такой. Вот в тех роликах, которые были, прямо центральным таким сюжетом выступила речь Рифа Агая Габитова. На самом деле это было немножко все не так. Во-первых, создалось впечатление, что эта речь была вот такой краткой, и после этого реакция главы, и больше ничего не было. Ну, если говорить сразу о моем отношении, то я скажу, что вот в том тоне, в котором отвечала глава, отвечать, я считаю, не стоило. Потому что так резко отчитывать человека старше себя по возрасту, да, это не очень красиво. Но вот мое, опять же, личное мнение, что также некрасиво поступил и Риф Агай Габитов.
Потому что на самом деле вот само по себе то предложение, с которым он выступил, на самом деле давно обсуждалось. Он достаточно долго, целую неделю практически, я его видел в Курултае, в исполкоме Курултая Башкир. Он туда заходил, он там пил чай с членами исполкома, разговаривал, все обсуждал. Причем обсуждение получилось сначала дискуссионным, потом все более и достаточно конструктивным. Сначала там были такие более романтические предложения, что нужно освободить всех задержанных. Как себе люди это представляют, тем взрослые люди, по крайней мере. Я думаю, понятно, да, что это был бы просто мертвый лозунг. Это было бы просто попытка сыграть на чувствах людей. Это неправильно, да? И, в общем-то, было такое понимание, что будет предложена комиссия. То есть создать комиссию, некую наблюдательную комиссию, которая могла бы именно от общественных организаций наблюдать, насколько это возможно, наблюдать за ходом расследований. В том числе за ходом расследования по поводу трагической смерти Рифата Даутова, по поводу судьбы всех задержанных и так далее. Насколько это реалистично, насколько это осуществимо, уж следующий вопрос, но это вполне логичная позиция была. Вместо этого прозвучало, как там все видели, совершенно неожиданное, оно просто вот ступор велось, я сколько смотрю людей, там предложение по минуте молчания, это было полной неожиданностью. То есть вместо реалистичного разговора получился вот такой обмен, так сказать, эмоциями и возможностью высказаться, показать свою такую символическую позицию. Да? После этого, на самом деле, разговор далеко не закончился. Потому что Риф Габитов, он там еще, наверное, минут 20 там ходил вот так вот с микрофоном и рассказывал, рассуждал, объяснял. В том числе он целую притчу успел рассказать, по-моему. В общем, это надо было видеть. Это было несколько необычное зрелище. Вот. Там же выступил и другой уважаемый Аксакал Кутбеков, выступил позже, чуть позже его. И тоже достаточно пространно. Но, в общем-то, некоторые из его тезисов я вполне понимал. Его эмоции тоже понятны, но сейчас я их пересказывать не буду, потому что они касались другого человека, который сидел там же, вот, прямо рядом с ним. Фамилии я называть не буду в данном случае, это уже такой не главный сюжет. Но что интересно, все это, которое создавало более понятную картину о том, значит, кто нарушал регламент, кто его не нарушал, кто нарушал договоренности, кто нет, как все вообще шло. Всего этого мы не видели, всего этого не было. Более того, значит, там специально еще отдельно просили на камеру высказаться каждого из членов исполкома. По крайней мере, меня точно просили. Илдаша Мухамматовича Юсупова, я видел, просили. Высказаться для телевидения, где они оценивали результаты самого заседания и говорили основные мысли о том, о чем они говорили. Где это было на телевидении, почему-то я вот так и не увидел. Например, тот же Илдаш Мухамматович Юсупов, как председатель Курултая, он начал именно с выражения соболезнования семье Рифата Даутова, и потом уже перешел к своей оценке и состоявшегося заседания, и ситуации в Баймаке. То, как он ее видит. Достаточно такой жесткой, нелицеприятной, нормальной, интересной оценки само по себе. Я, например, я тоже, естественно, поскольку был такой момент, достаточно трагический момент, я считаю, я высказал свое соболезнование семье Рифата Даутова, которые потеряли брата, сына, и рассказал о том, о чем я говорил в главе. Я говорил
о том, что информационная политика в республике, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ну, буквально я бы сказал так, я сказал, что я думаю, что никто не будет спорить, что информационная сфера в республике провалена. Я вспомнил о том, что точно так же формулировал ситуацию сам Ради Хабиров сразу после Куштау. Там, когда было заседание, уже после Куштау, по его результатам, поскольку я тоже был и выступал публично против разработки Куштау, хотя сам себя защитником Куштау не считаю, меня там не было на самом Куштау. Вот. Но то я был тоже приглашен вот на это заседание, и я сам помню, как Ради Хабиров сказал, что информационная политика республики провалена. Это мне очень понравилось. Я и там сказал, что да, это очень хорошо. А очень плохо то, что она и сейчас не стала лучше. Она стала хуже. И вот этот нынешний политический кризис это хорошо показал. Более того, я еще, естественно, не мог знать, что само освещение этого заседания тоже это покажет. Ведь освещение таково, что оно наоборот, во-первых, вместо того, чтобы показать, что диалог, пусть и с шероховатостью шел, оно, во-первых, только обостряет обстановку и показывает в самом невыгодном свете, кстати, как раз именно главу республики. Вот. Почему это не замечается самими людьми, отвечающими за информационное обеспечение республики, я не знаю. Я могу только предполагать, но эти мои предположения отношения к сюжету не имеют. Более того, тем самым во многом вот из-за таких недосказанностей, недомолвок ставится под удар репутация самих членов Курултая. Поскольку получается, будто они ничего не говорили. Будто вот про задержанных говорил только Рифат Агай. Но я уже говорил, это совершенно неверно, потому что все ответы на этот вопрос были получены в самом начале. Спросил председатель Курултая, как ему и положено по регламенту. Ответил глава республики, тоже как ему и положено по регламенту. Кратко, четко и ясно. Что касается основных проблем, ну вот это уже можно прочесть в прессе по Уфе-2 и так далее. Слава богу, что глава уже подтвердил, что, да, что с ней все закончено. И так далее. Я хочу сказать еще, что само по себе информационная сфера, она во всех подобных конфликтах является определяющей. И в данном случае любая неправда, любая недомолвка, она просто противопоказана при освещении подобных конфликтов. Вот в этом плане я люблю приводить аналогию, пример из истории, как раз из истории Пугачевщины, которая, в общем-то, у нас широко известна, поскольку обладает сакральным значением для Башкирии, да, из-за фигуры Салавата Юлаева, Кинзи Арсланова и так далее. Когда в самом начале власти призвали башкир подавить восстание, что они, кстати, в это время легко могли сделать. Однако в этом воззвании было и письмо губернатора Оренбурга Рейнсдорпа, который описывал, значит, что Пугачев является на самом деле вовсе не Петром III, а беглым каторжником. Но это действительно было правдой. Но при этом добавляя, что он был заклеймен, у него были вырваны ноздри и так далее, и так далее. Естественно, это было неправдой. И, естественно, люди, которые увидели своими глазами, как те же башкиры, которые, когда они увидели самозваного Петра III, что у него нет ни рваных ноздрей, ни вот этих отметин каторжника и так далее. Они увидели, что правительство врет. Если правительство врет в одном, значит оно врет во всем. Результаты остались в истории, вы все их знаете лучше меня. Вот. Поэтому вот эта аналогия она остается действующей до сих пор. В интересах стабилизации обстановки всегда недопустима любая недосказанность, любая ложь. Потому что маленькая недосказанность превращается в большую ложь и разрушает доверие полностью. На данном примере мы это тоже видим достаточно отчетливо. Сейчас 21 век, информационная эпоха. И мы очень часто создаем контент сами. Вот как вот в данном случае, когда мы обращаемся к каким-то общественным формам.
той же самой дискуссии. Я думаю, что я могу предложить обращаться к ним и далее, в том числе как раз на площадке исполкома Курултая Башкирии. Да, она кажется формальной. Да, Курултай – это достаточно официозная общественная организация, но она самая крупная из всего, что у нас есть, понимаете. И она самим своим уставом, как это и было обозначено в воззвании Курултая, она предназначена именно для этого, для того, чтобы на ее площадке как-то потихоньку люди собирались, обменивались мнениями и находили какие-то направления для диалога.